понятия, кто же это? Где у вас очка? На голове, что ли, да? И руки, да? Вот руки, да? Я вот как упала, и вот тут пощупать, на какой я горб упала. Станция скорой медицинской помощи города Ош обслуживает более полумиллиона граждан. Это жители южной столицы и ближайшие села Карасуйского района Ошской области. В одной смене работает 9 бригад. Из них всего 4 спецбригады, где имеются и врачи, и фельдшеры, и медсестра, и водитель. В данном учреждении острая нехватка кадров, особенно врачей. Причина, говорят они, работа тяжелая и нервная, а зарплата мизерная. Медицина ең ауыр іштерінен бiri. Работа в скорой помощи самая тяжелая из всех других медицинских учреждений. Работаем целые сутки, 24 часа. За смену бывает от 15 до 20 вызовов. Вызывают по разным причинам. Беременные, роды, детские болезни, инсульты, инфаркты, гипертоники. Везде надо успеть. Часто от нас зависит жизнь людей, поэтому всегда спешим на помощь. При этом сами рискуем жизнью. Но несмотря на это, у нас зарплата очень низкая. Я работаю 2 года, получаю от 7 до 8 тысяч сомов. У кого стаж имеется, те побольше, но не намного. В городской станции скорой медицинской помощи должны работать 48 врачей, но в данный момент их всего 27. Молодые кадры приходят, но задерживаются здесь недолго. Получив первую зарплату, сразу же начинают искать новое место работы. Например, в Бишкеке мэрия города Ош врачам скорой помощи платит надбавку. Стимул врача от 2 до 3 тысяч сомов. Кроме того, если стаж врача доходит до 5 лет, их поощряют денежной премией. Мы тоже обращались в мэрию города Ош с просьбой ввести такую систему надбавок, но нам еще не ответили. Мы готовим новое обращение наряду с другими предложениями. Это переход на онлайн-режим работы станции в рамках проекта «Умный город», который собирается реализовать. Но кроме нехватки кадров, в станции нет достаточности и в спецмашинах. Должно быть минимум 22 карет медпомощи. Имеется только 18. 4 машины, из которых отслужили срок эксплуатации и предложены на списание. Состояние остальных машин тоже оставляет желать лучшего, поскольку машины на линии бесперебойно почти 24 часа, а автомобили ломаются чаще, чем в других медучреждениях. Еще одна и очень острая проблема станции скорой помощи южной столицы – это аварийное состояние здания. Оно было построено в 1932 году, а в прошлом году членами комиссии гражданской обороны было признано аварийным. В стенах трещины, крыша протекает. На обращение руководителя станции мэрия города Ош ответила, что согласно генплану на этом месте, где расположено здание, в будущем будет построена автодорога. И здание рано или поздно придется снести. Однако о предоставлении другого помещения или земли администрация города не упомянула в письме. Сейчас руководство станции готовит новое обращение и собирается поднять вопрос на сессии местного кенеша. Гульджан Алтмышбаева, Бигджан Тохтосунов, НТС Ош.